Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире «Лото-24». Программа «Еще не вечер». В студии работаю я, Вера Черникова. Итак, очередное похищение девушки в Бишкеке обернулось непоправимой трагедией. Похищение и убийство Айзады Канатбековой не оставили равнодушными кыргызстанцев. 8 апреля в Бишкеке-Аше прошли митинги с требованием отставки руководства МВД и ужесточения закона об Ала-Качу. Можно ли было предотвратить трагедию? Мы поговорим с председателем Общественного совета МВД Елкудом Умирджановичем Даудовым и членом Общественного совета, полковником в отставке Александром Леонидовичем Зеличенко. Сегодня они гости нашей студии. Здравствуйте. Мы приветствуем вас в студии «Лото-24» в программе «Еще не вечер». И сегодня говорим о такой трагедии, которая потрясла буквально каждого кыргызстанца, особенно девушек, матерей, когда была украдена Айзада Канатбекова, и 2 дня и не была найдена, и потом в конечном итоге появилось сообщение о том, что ее нет уже в живых. Скажите, пожалуйста, вот в общем-то заявление после того, как появилась видеозапись на камеры и сообщение о том, что ее украли, было подано в милицию моментально со стороны матери Айзады. Вот далее действия сотрудников правоохранительных органов, насколько они были оперативны? Вы знаете, здравствуйте. Во-первых, хотелось бы попросить прощения у родителей и близких Айзады Канатбековой. На самом деле это трагедия для всего нашего кыргызского общества. И мы все неравнодушные граждане, жители Кыргызстана на это смотрим и видим, что есть проблемы, над которыми надо работать. К сожалению, здесь, в части касаемо органов внутренних дел, после того, как было сразу дано заявление на номер 102, данное заявление было зарегистрировано РПП и начались определенные оперативные розыскные мероприятия. Но необходимо отметить, как был поставлен вопрос, конечно, наверное, можно было бы раскрыть, так как сегодня у нас камеры безопасного города практически поставлены во всем городе Бишкеке и Чуйской области, и по камерам можно было бы определить местонахождение. К данной проблеме, так как у нас, наверное, такие традиции, традиционно было принято, что к Ала-Качу мы относимся как к какому-то такому обыденному явлению. К сожалению, это неправильно. Мы должны к этому явлению относиться как к очень тяжелому преступлению. В данном случае многие общественники, гражданские активисты и в целом даже правозащитники говорят о том, что и мы, члены Общественного совета МВД, будем настаивать на то, чтобы ужесточить данное наказание. В любом цивилизованной стране Ала-Качу такого нету вообще. Это нонсенс. А у нас, к сожалению, зачастую, когда происходят такие преступления, мы к ним равнодушно относимся. И сотрудники органов внутренних дел, видя, что это какое-то бытовое явление, к нему должного внимания не обращают. Это неправильно. Вот данный случай, и не только с Айзадой Канатбековной, после случая, который произошел с покойной Бурулай, для нас всех это должно было быть уроком. К сожалению, это уроком для нас не оказалось. И мы не сделали определенных выводов. Сегодня пришло время, когда вся общественность требует, что мы должны повсеместно изменить вообще все. Это случай показал о том, что на сегодняшний день у нас есть проблемные моменты вообще в целом в обществе, если честно. Вот давайте посмотрим, данный человек, который его украл, он неоднократно судимый человек. Раньше в Уголовном кодексе есть такое было понятие рецидив. Он являлся трижды судимым, он уже рецидивистом является. За ним должен был находиться жесткий контроль со стороны органов внутренних дел. К сожалению, новые кодексы, которые были еще в 2017 году приняты и начали действовать с 1 января 2019 года, нету такого понятия, как рецидив. Это о чем говорит? Это же нонсенс, так не должно быть. Во всех странах, это возьмем наши постсоветские страны, везде есть понятие рецидив. А мы в рамках гуманизации законодательства мы эти понятия убираем. Помимо этого, очень много моментов, которые не дают свободу действия оперативным сотрудникам. Обратно же, те моменты, о которых говорили сотрудники органов внутренних дел, когда они давали пресс-конференцию, к сожалению, это есть на сегодняшний день, над этим работать необходимо, но
это не оправдывает. Я думаю, что если мы бы применили бы все возможности, мы могли бы предотвратить данное преступление. Ну что ж, необходимо было оперативно реагировать на данный факт. Была видеосъемка, было заявление матери. Скажите, пожалуйста, вот в этой цепочке действия, которые предприняли правоохранительные органы, где вы видите такую болевую точку, где слабое звено? Ну, во-первых, решительно тоже присоединиться к этим соболезнованиям, я не могу их не сказать. И во-вторых, что самое главное во всей этой истории, это то, что, конечно, органы внутренних дел обязаны были отнестись к этой ситуации гораздо более жестко. Жестко и, позвольте мне даже такое выражение, агрессивно. Потому что это действительно определиться, что это такое. Это добрая, хорошая традиция, как кавказская пленница, или это преступление. Ну, слава богу, за нас сейчас определился президент, он четко и ясно высказался по этому поводу. Сказал, что это тяжкое преступление, и с этим надо бороться всеми силами закона. Много лет накапливалась вот такая вот в обществе вот эта тенденция, она возрастала все больше и больше. Опять начались уплаты Колыма, опять начались кражи невесты. Лично я давно уже в своих публицистических заметках давно указывал, это ничем хорошим не кончится. Это кончится большой бедой. И вот смотрите, подряд две страшных трагедии. И это еще не конец. Идет расследование, а в Джаильском районе уже опять группа пацанов, которые понятия не имеют вообще о законе, о том, что где-то в Бишкеке что-то произошло, они опять воруют невесту. Слава богу, там уже, наученные горьким опытом, милиция сработала как положено и задержала их тут же, а могло тоже кончиться все трагедией. Так вот, касаясь этой нашей бедной девушки, думаю, что здесь вот есть там такая непроверенная информация прозвучала и в СМИ, и всюду, что когда мама звонила и подавала заявление, ей там кто-то на заднем плане сказал: ну что вы здесь шум поднимаете? Это все, готовьтесь к той, готовьтесь к свадьбе. Что тут шумит? Вот эта фраза, на мой взгляд, понимаете, она характеризует всю эту ситуацию. Если бы сотрудник милиции был уверен и знал, что эту девушку украли для того, чтобы убить, изнасиловать, продать в рабство, вывести из страны, милиция поднялась бы как один. Это мы уже не раз это доказывали. Так было всегда и будет, я надеюсь. Но поскольку отношение вот такое непонятное, ну украли, ну женятся, ну вот как домашнее насилие, ну побил, она завтра пришла, забрала заявление или вообще его не стала писать. И мужики такие вот у нас, ну что делать? Ну вот так вот мы привыкли, мы так и живем. Понимаете? Вот так оно и случилось. Не поднялись как один, не включили все свои возможности. Вот вам результат, жертва, это бедная девочка. Вот все, что я хотел бы добавить. А как должны были действовать сотрудники правоохранительных органов? Я еще раз говорю, очень оперативно. На этот случай есть определенные алгоритмы, есть определенные операции, вводится операция перехват, подключаются все службы полицейские. Тем более, правильно, как сказал наш председатель, есть сейчас все эти камеры. Когда-то мы понятия не имели ни о сотовых телефонах в уголовном розыске, 20 лет назад еще, 30 лет назад я служил, начинал службу свою. И ведь этого ничего не было, и раскрывали преступления, и почище. И просто поднимался вся, так сказать, милицейская сила. И тут надо было сделать то же самое, искать эту машину, искать этого негодяя, искать этого похитителя, поднимать его друзей. Когда у тебя есть номер, дальше работаешь, что еще? Что еще для оперативника нужно? Есть номер машины. Это как отпечаток пальца, это как ключ, понимаете? Только открой дальше, не ленись. А это все делалось, но не так, как хотелось бы, не так, как надо было бы работать в данной ситуации, как работают по тяжким серьезным преступлениям. А именно вот так. Ну а что тут? Ну найдем, завтра найдем, поймаем, а там они уже договорятся, уже свадьба, уже там платок оденут. И вот так, понимаете, вот такое отношение, на мой взгляд. И надо вот этим милиционерам дать понять, что это серьезнейшее преступление. И на этот счет вот давно мы говорили об этом, в 2019 году вы правильно сказали, эту статью ввели в Уголовный кодекс, усилили ее, а на мой взгляд она должна звучать совершенно по-другому. Эту статью вообще надо изъять, похищение с целью вступления в брак,
и оставить просто похищение людей. Она есть такая статья, и она очень серьезная, эта статья. Там, по-моему, до 25 лет лишения свободы, если тяжкие есть последствия. И вот в этой ситуации похищения невесты должны работать именно по этой статье. Мы не знаем, кто ее похитил. Мы понятия не имеем, для чего ее похитили. Похитили женщину, похитили девушку. Здесь не может быть никаких там 3 дней, придешь через 3 дня, муж пропал, ушел, там налево, направо, пьяный, где-то чего-то, придет через 3 дня, если не придет, тогда придешь заявлять. Никогда такого не было. И в советские времена, если это молодая девушка, если это женщина, если это ребенок, поднимались все и начинали работать. Участковые отрабатывали свои участки, даже если это совершенно на другом конце города. Понимаете? Патрульно-постовые, вооруженные фотороботом, начинали проверять людей во время несения службы. Уголовный рост сделал свою работу и так далее, и так далее. Понимаете, надо вернуться к этому, на мой взгляд, простому, естественному алгоритму и работать так, как положено. Все. Вот вы сказали, что в ваше время не было ни камер, видеонаблюдений, ни сотовых телефонов. Но ведь когда искали Айзаду, да, была, я еще раз повторяюсь, видеосъемка, и в то же время почему-то сотрудники правоохранительных органов не прибегли к помощи сотового оператора для того, чтобы по звонку можно было определить, почему не налажено вот это вот взаимодействие, хотя это тоже очень хороший механизм, когда вот по номеру можно определить в настоящее время местонахождение человека. Ну, это все регулируется нашим законодательством, к сожалению. И вот для того, чтобы взять распечатку, это необходимо разрешение санкций суда, да? Следователь обращается. Вот в части, в данном случае, по камерам была проведена работа, но верхняя зона, там камера отсутствует. Соответственно, видимо, вот мы посмотрели последние сообщения, в верхнюю зону они выезжали, там камера уже обрывается, они подумали, что он выехал, получается, в эту Сосновку, а на самом деле, оказывается, было по-другому. Здесь, конечно, это не оправдывает, здесь должны были провести работу. И вот обратно же мы вернемся, вот Александр Ильич абсолютно правильно заметил, все-таки сейчас настало время, когда необходимо, вот позавчера была принята Конституция, более 80% людей изменения в Конституцию приняли. Это дает, в первую очередь, будет создана экспертная группа, которые займутся демонтажом и рассмотрением всех законов, кодексов, были приняты в части правоохранительной системы. Органов внутренних дел тоже здесь касаемо, которые по рукам связывают. Вот мы говорим, да, сейчас, что оперативные сотрудники без действий следственных, без разрешения следователя не могут проводить какие-то оперативные мероприятия. Раньше это уже не было. Все было доступно, и сейчас приходится для того, чтобы особо опасного преступника поймать, необходимо ждать следователя. Вот это какой-то нонсенс, да, вот на самом деле. Здесь необходимо все это унифицировать. Это первое. Второе, вот по итогам 2020 года более 110 тысяч было зарегистрировано преступлений, проступков в РПП. И более 95% тяжелых преступлений было раскрыто. Это тяжких. Это о чем говорит? О том, что милиция работает в этом направлении. Понимаете? И вот тяжкие преступления, резонансные преступления, общественные такие, которые преступления, они все раскрываются. И вот мы неоднократно об этом говорим. К сожалению, сейчас вот до 10 тысяч сомов у нас это проступок, и должным уровнем это не рассматривается. Простые люди страдают в первую очередь. Сотку у тебя украли в маршрутке, ты идешь, пишешь заявление, и оно может годами рассматриваться. Обратно же, это вот один из сроков рассмотрения заявлений нету. Раньше следователи были поставлены 2 месяца, он в течение 2 месяцев должен рассмотреть или закрыть материал, да, допустим. Сейчас этого нет, он годами может рассматривать, понимаете? И самое простой народ страдает. Допустим, в маршрутках, в общественных местах депутаты или у кого есть денежные средства, они же не ездят же. Правильно же? Ездит простой народ. У него украл сотку, должным уровнем не раскрывается. Вот здесь вот эти вопросы, они порождают много проблем, которые в дальнейшем входят в определенное социальное недовольство. И к нам, когда обращаются, мы тоже по запросам обращаемся, просим в этом отношении, чтобы следователи тщательно расследовали. Они тоже говорят, что у них по 200, 300, по 500 дел на одного следователя, что он физически не успевает. Да? Тоже мы говорим о том, что вот здесь необходимо сотрудникам помочь. Разгрузить их надо. И вот очень много вопросов, проблем, да, которые вот это все порождает, вот это, так скажем, недовольствие среди общественности.
к органам внутренних дел. Вы сейчас сказали, что вот необходимо, да, статью назвать не просто кража в связи с замужеством, да, а кража человека. Что еще необходимо изменить, чтобы вот эти явления не повторялись, чтобы сотрудники правоохранительных органов реагировали на каждое заявление, которое к ним приносится о пропаже человека, о том, что человека нет несколько дней на работе, его не видят соседи и так далее, потому что действительно есть случаи, что приходишь с заявлением, а его не рассматривают, и нет никаких действий со стороны правоохранительных органов на протяжении буквально нескольких дней, а буквально 2 дня, и человек оказался мертвым. Ну, во-первых, надо себе четко выяснить, что вот этот алгоритм, о котором я говорил, он предусматривает, что если, я повторяю, пропадает молодая, особенно женщина, если пропадает ребенок, то здесь никто не ждет. По закону никто не ждет никаких дней. Поднимаются все и начинают искать. Это уже ЧП. Все. Однозначно. И это должно быть вбито в голову рабы. Оно так и есть на самом деле. И я еще раз повторюсь. Если бы здесь вот не этот пресловутый Аллах Ачу, вот эта традиция или не традиция, то там бы начали работать так, как положено. Просто еще раз говорю, ну а что, вот сейчас я тут буду огород городить, когда завтра все равно они поженятся. Вот и все. Вот это отношение. Тут сыграло только вот это. Если бы заранее все это знать, конечно, это во-первых. Во-вторых, ну, по закону написано, что да, там несколько дней, потому что большинство таких заявлений, большинство, подавляющее большинство, это моя практика, еще с советских времен, особенно когда пропадают взрослые мужчины там, и так далее, она заканчивается тем, что это все не связано с криминалом. Поэтому отрывать большие силы милиции на эту работу нет смысла, это подтверждено. С этим давайте мы разберемся, успокоимся и вот по этому алгоритму будем работать. Я хотел сказать о 2 вещах еще, которые очень-очень важны, на мой взгляд. Первая вещь – это преступность вообще, да, вот преступление, то, что сказал Ялкун, то, что вот проступки и прочее, прочее. Значит, на моей памяти несколько раз были такие вот серьезные изменения в общественно-политическом строе, распад Союза и прочее, прочее, когда не платили месяцами, а то и по полгода, не получали заработную плату. В этот момент обязательно растет преступность. Она растет, хоть ты что. Понимаешь, это закон какой угодно, и преступность начинает расти. Даже вот такой момент, я был начальником уголовного на Иссыкуле, когда слили Нарын и Иссыкуль. И, казалось бы, получилось 49% территории под Иссыкулем, да, перешло на Иссыкуль. И, казалось бы, люди переезжают, люди, которые, это же не преступники из тюрем вышли, переезжают люди из партийных, советских органов, руководители переезжают, и все равно тут же возрастает преступность. Это связано с целым рядом, я не хотел бы на это, просто поверьте на слово, всегда так происходит. Вот в нашей сегодняшней ситуации будет то же самое, оно уже есть, мы видим это. Опять начались кражи, о которых мы уже забыли, когда чистят, забираются в дом и чистят сараи, продукты питания, холодильники, алкоголь, машины опять, вот колеса снимают. То, что мы забыли, белье с веревок. То, что было в 50-х годах, понимаешь, возвращаемся к этому. И вот здесь надо понимать очень четко, в этом не только вина, не только милиции. От милиции надо требовать действительно раскрытия тяжких преступлений, борьбы с рецидивом, то, что сказал наш председатель. Это да, это работа милиции. Вот эти вещи, тут и государство должно задуматься. Если уровень бедности, так сказать, падает, и, вернее, растет, и все больше и больше бедных людей, которые вынуждены это делать, чтобы просто прокормиться, извините меня. Что вы требуете от милиции? Ее больше не становится, грамотнее она не становится, оснащенность у нее не растет, заработная плата и все остальное. Я никого сейчас не обеляю. Я просто прошу объективно отнестись вот к этой ситуации. Потому что сейчас на милицию опять начали выливать ведрами грязь, вы не делаете, вы не работаете, там какие-то комитеты квартальных объединились, вот мы ходим туда, тут 5-6 краж на Махале за неделю, а милиция, извините меня, так будет. Мы сами вошли вот в эту ситуацию. Это первое. Что касается вот непосредственно вашего вопроса, что надо сделать. На мой взгляд, очень интересно там вот в законе, рассчитанном на дальнейшую реформу, в новых вот этих кодексах, есть такой момент.
следователи и сотрудники уголовного розыска, опера, как мы их называем, да, по-простому. Следователи, это давайте и разберемся. Вот когда западные коллеги приезжают, и мы им пытаемся объяснить, они нас не понимают. Они говорят, что такое? Что такое следователь, что такое опер? Почему у вас это разные службы? Мы с кем должны сотрудничать? Мы кого должны учить? Мы кого должны оснащать? Они не понимают, почему один ищет преступников и ловит их, а второй сидит и занимается бумажной работой. Это очень тяжелая работа, я преклоняюсь перед следователями, но это именно вот эта вот такая вот рутинная бумажная тягомотная работа, понимаете? Для чего? Зачем? Почему? Вот здесь море, и не надо ничего выдумывать. На Западе это все давно определено. Детектив, который делает все вот это, и есть следственный судья. Самые сложные следственные действия, связанные с знанием психологии там, и так далее, делает следователь. Все остальное делает оперативный работник, который называется детектив. И не надо отдельно следователя. И тогда мы сократим массу времени, мы уберем массу бюрократической бумажной работы. Все это идет еще со времен, когда надо было, чтобы друг за другом эти службы наблюдали, чтобы была конкуренция все время, чтобы кто-то не сошел с правильного пути, извините меня, да, в кавычках, и так далее, и так далее. Все это идет еще с тех вот времен. Все, детективы. Служба детективов, которые полностью проводят вот это расследование, передает материалы в суд. Я сам был на таких судах на Западе, смотрел, как это делается. Все, в суд приносят вот такую коробку. Единственное, на что очень четко обращает внимание судья, чтобы вещественные доказательства, представленные суду, не было там никаких следов их нарушения. Все, все остальное принимается и с этим работают. Ну что ж, когда мы говорим о краже невест, да, в общем-то, нужно сказать, что были приняты в нашем обществе меры. Оно признало, что это плохой факт, что это преступление, что этого делать нельзя, несмотря на то, что это какая-то, может быть, традиция, кто-то ссылается. Но, тем не менее, если уже в новом уголовном кодексе ужесточено наказание за алакайчу, да, похищение невесты, похищение девушки, и предусмотрено наказание от 5 до 10 лет лишения свободы, это говорит о том, что в обществе, в общем-то, есть такие зародыши того, что к этому явлению относятся отрицательно. Но в то же время общественные организации, те, кто работает с такими девушками, говорят, что пострадавшие боятся за свою безопасность и не могут отстоять права. Значит, здесь есть определенная моральная сторона, которая еще недостаточно проработана в нашем обществе. Люди еще недостаточно понимают, что они делают. И вот возьмем вот этих парней, которые задержаны, да, помогали похитить девушку. Вот они тоже же не осознавали, что идут на самое настоящее преступление. Если мы будем говорить о моральной стороне, и для того, чтобы помочь правоохранительным органам решить эту проблему, как достучаться до каждого гражданина? Знаете, к сожалению, на сегодняшний день семейное насилие, вот о чем мы говорим, это бич нашего общества. Мы должны здесь все вместе сообща работать. Не только сотрудники органов внутренних дел, это социальные работники. Вот есть ассоциация кризисных центров. Практически по всей республике есть филиалы, которые занимаются именно вот такими семьями, оказывают помощь. Вот, допустим, семейное насилие произошло, женщины зачастую, многие не обращаются в милицию. Почему? Потому что они боятся, как вы сказали. Об этом, потому что потом они померятся, обратно, вот это все-таки негатив, муж, вот ты написала заявление в милицию, вот у нас все-таки ментальность, да, играет очень такую важную роль, да, потому что скажут родственники, что скажут соседи, да, мы должны отходить от этого. Ну, допустим, например, в Америке ты попробуй голос поднять на свою супругу, соседи услышат, вызовут полицию, тебя вызовут, первый раз тебе дадут предупреждение, второй раз тебя посадят на несколько суток. Ребенка попробуй, да, в угол поставь. Общество должно прийти к этому. Должна быть такая общественная ответственность. Да? Вот мы не должны к этому относиться, знаете, вот мы должны ко всем вот этим случаям, все общество должно помогать, и мы должны реагировать на эти случаи. Вот, допустим, ассоциация кризисных центров, когда была пандемия, семейное насилие в пандемии, во время пандемии 2 раза возросло. Все находились дома практически. Мы этот вопрос обсуждали на заседании общественного совета, где мы дали ряд рекомендаций. Мы сказали, что вот здесь консолидация должна быть. Да? Не только Министерство внутренних дел. Постфактум МВД реагирует постфактум. По факту поступления заявления. И все. А до этого
что произошло. Уже, возможно, не дай бог, там избили человека, нанесли телесные повреждения, там, это все видят соседи, и они не обращают внимания, не реагируют. Это неправильно. Надо бить колокола, реагировать. И вот здесь органы внутренних дел, вот, как сказал Александр Ильич, должны тщательно расследовать каждый факт. Не просто так, это муж с женой там. Нет, надо жестко наказывать. Да? Показательно где-то нужно будет. И тогда мы будем видеть определенный результат. Я думаю, что нужно обратить еще внимание и на воспитание подрастающего поколения, потому что если человеку с детства заложить, что это преступление, этого делать нельзя, то он никогда не совершит его. Ну, это отдельная тема. Я бы просто хотел буквально 2 слова, если позволите. Есть тоже определенные алгоритмы, как с этим бороться. Есть определенный опыт, который только надо перенять. Ну, даже не надо сравнивать себя со Штатами, не надо даже сравнивать себя, там, скажем, с нашими продвинутыми. Вот наши соседи, Казахстан. Несколько лет тому назад, 7 или 8 лет, если не больше, тому назад они ввели должность инспектор по предупреждению домашнего насилия. У нас сегодня этим в основном занимается участковый инспектор. У участкового инспектора мы как-то подсчитывали, сидели. 126 обязанностей. Начиная от проверки, вот, чтобы улицу убирали, гонять вот этих бабушек, которые семечками торгуют, 126. И семейное насилие где-то посередине, она не в прерогативе, не в топ-10 входит. А там они пошли именно на введение вот этой должности. И это женщины, это, я не думаю, что это надо расшифровывать. Женщины, которые носят офицерскую форму, которые прошли специальное обучение, которые специально, я имею в виду, вооружены не пистолетом Макарова, это тоже есть. Они вооружены законом, у них есть охранные ордера, которые они могут носить. И вот это дает мощнейший положительный эффект. Огромное спасибо за то, что вы пришли к нам в студию, поделились своим мнением. Уважаемые телезрители, напоминаю, что мы беседовали с председателем Общественного совета МВД Ялкудом Даудовым и членом Общественного совета МВД, полковником в отставке Александром Зеличенко. Оставайтесь на АЛТО 24. Всего доброго.